В наших видео мы поговорим с вами о 4 биологических молекулах, из которых сделано все живое на нашей планете. В предыдущем видео мы уже обсудили с вами первый вид биологических молекул — нуклеиновые кислоты, а именно ДНК и РНК. Сегодня мы обсудим с вами второй вид биологических молекул — углеводы. Или, как еще их называют, карбогидраты или сахариды. Мы, люди, часто пытаемся избежать углеводы, но это просто невозможно, ведь это самый основной источник энергии. Как и подсказывает название, карбогидраты, они состоят из карбона, углерода, и гидро, воды. Как и многие органические молекулы, углеводы – это полимеры. То есть состоят они из повторяющихся блоков мономеров. Базовая единица – сахарид. Одна единица называется моносахарид. Когда собираются две единицы, это дисахарид. Когда их много, это полисахарид. Формула углеводов N. Если N равно 3, то это сахар триоза. С3, H6, O3. Если N равняется 5, то название сахара пентоза. О5. Если N равняется 6, то этот сахар гексоза. 6, 12, О6. Если N равняется 6, то сахар называется гексоза, и этот сахар нам очень знаком. Это глюкоза, фруктоза и галактоза. Все они имеют одну и ту же формулу С6, H12, O6. Единственная разница в том, что молекулы могут быть расставлены по-разному. Единственная разница — это в расстановке. Когда мы объединяем два моносахарида, у нас получается дисахарид. Если объединить две глюкозы, у нас получится мальтоза. Если объединить моносахариды, глюкозу и фруктозу, то получится сукроза. Если объединить глюкозу и галактозу, то получится лактоза. Давайте рассмотрим первый пример. Глюкоза и глюкоза. В течение этой реакции, как вы видите, уходит вода. Такая реакция называется реакцией конденсации или дегидрация, а новая сформированная связь называется гликозидной связью. Когда мы добавляем воду, чтобы сломать дисахарид на моносахариды, этот обратный процесс называется гидролиз, с английского hydrolysis. Гидро – вода, лизис – ломать. У углеводов очень много функций, но, пожалуй, самая основная — углеводы служат нам источником энергии. Первоначально энергия Солнца с помощью фотосинтеза ловится растениями и преобразуется в химическую энергию — углеводы, а именно глюкозу. После этого любая клетка может использовать эту энергию в виде глюкозы. Полисахариды могут состоять из 1000 моносахаридов. В результате данная цепь может быть короткой, длинной, разветвленной, закрученной. И если моносахариды и дисахариды, такие как глюкоза и лактоза, для нас срочный источник энергии, то полисахариды больше подходят для хранения энергии и структурных функций. Один из известных полисахаридов – это целлюлоза.
Это самое распространенное органическое соединение на планете. Бумага, дерево, одежда, целлофан – все это сделано из целлюлозы. Растения используют его для структурных функций. И, кстати, 50% клеточной стенки растений состоит именно из целлюлозы. И мы, люди, не умеем ее перерабатывать, так как не имеем специального для этого фермента – целлюлазы. А вот коровы, например, имеют в себе микроорганизмы, которые делают для них целлюлазы, поэтому они с легкостью кушают траву. Другой известный полисахарид – крахмал. Найти его можно в растениях и овощах. Мы очень часто видим этот углевод на своем столе в виде картофеля. Главная функция этого полисахарида в растениях – хранение энергии. У нас, у людей, есть другой полисахарид, который выполняет эту функцию – гликоген. Однако гликоген не хранит энергию слишком долго, он может быть потрачен за один день. Для длительного хранения у нас есть третий вид биологических молекул – жиры, и мы поговорим с вами о них в следующем видео. Так если в нашей диете так много углеводов, то в чем же разница, если вы скушаете конфетку или гречку? Другими словами, крахмал или клетчатку – оба продукта являются углеводами, полисахаридами, состоящими из тысяч единиц моносахаридов. Разница в том, как эти сахариды объединены между собой. В конфетке молекулы глюкозы соединены альфа-связями, которые очень легко ломаются в нашем организме. В клетчатке моносахариды соединены бета-связями. В клетчатке моносахариды соединены бета-связями, которые не могут так быстро поломаться. В итоге еда, богатая крахмалом, например, хлеб, булочки и другие сладости, очень быстро перевариваются и выпускают глюкозы. Еда же, богатая клетчаткой, такая как овощи, сухофрукты, отруби, крупы, за счет своих бета-связей не дает глюкозе так быстро попасть в кровь. Будьте здоровы и до следующего видео.